Веб-каминг – самый глобальный сектор порнографической индустрии. В Кыргызстане несколько тысяч, прислушайтесь, несколько тысяч девушек работают в видеочатах из дома и из студии. Сегодня веб-модели «Выбор или вынужденность» в центре внимания в ток-шоу «Откровенный разговор». Обычно это происходит через знакомых, которые предлагают заработок от 10 тысяч сомов в неделю. Уверяю, что при этом совсем не придется напрягаться. Для работы нужны лишь компьютер, красивая внешность и приятный голос. Оператора колл-центра? Если бы. Веб-каминг. Суть работы заключается в выстраивании интересного диалога в видеочате. По желанию клиента придется раздеться догола, заняться самоудовлетворением или изобразить собаку. Если не выполнить условия, можно потерять клиента, но и деньги соответственно. Рабочая смена веб-моделей длится 8 часов. За месяц она зарабатывает около $4000, почти в сотни раз больше средней зарплаты в Кыргызстане. Своему работодателю тоже приносит столько же. На вершине этой пирамиды сайт, который транслирует контент студии в интернете и обрабатывает платежи с банковских карт клиентов. Сайт получает от работы модели примерно в 2 раза больше. И моделям приходится наблюдать оскорбления, попытки шантажировать или даже угрозы. Как просто сказать «пропусти и забудь», как сложно это сделать. Раскрепощенные разговоры, стриптиз, эротические представления перед камерой – именно так выглядят трудовые обязанности нескольких сотен девушек. А у нас в Кыргызстане нескольких тысяч. Каждый зарабатывает как сумеет, скажете вы. На такие вакансии можно не обращать внимания ровно до той поры, пока подзаработать таким образом не предложат вашей дочери-школьнице. Падение нравственности в Кыргызстане достигло своего апогея. История веб-модели, которая пришла поделиться своими откровениями. Давайте ее встретим. Здравствуйте, присаживайтесь. Как все-таки предотвратить тот поток девушек, которые непосредственно из вашей возрастной категории, которые мчатся в эту сферу? У вас с чего все началось? Родилась в семье абсолютно среднестатистической. Мои родители обычные рабочие. Мама, она все тянула на себе, она повар. А отец, он выпивал, ну и к тому же разнорабочий, в общем, практически не работал. Мама все время меня обвиняла в том, что денег нет в семье. Все время выставляла на улицу. Дошло до такого, что мне действительно, я не хотела жить. Ну, на улицу, как это часто происходило, и с каким доводом она это делала? То, что денег нет, виновата я. Вот весь А вы не довод. пытались устроиться на работу? Пыталась, я работала официанткой. Но я учусь в столичном хорошем вузе. И очень тяжело совмещать То есть учебу и вы оплачиваете работу. самостоятельно? Да. Я пыталась подрабатывать и официанткой, и так просто. Этих средств не хватало? Нет, на не жизнь? хватало, и я больше скажу, времени нет, потому что нужно еще учиться. Помимо того, что ходить в вуз, нужно еще делать домашнее задание. Это все очень тяжело. В начале нашей беседы пытаетесь оправдаться. То есть вот тяжело учиться, тяжело работать официанткой, а не тяжело работать веб-моделью. Ведь столько времени тоже уходит. И тоже такая же нагрузка, и может быть гораздо более, может быть какая-то моральная нагрузка. Ведь раздеваться, ублажать, таким образом те, кто по ту сторону экрана, достаточно гораздо сложнее наверняка. Ну и, я скажу, более того, унизительнее. Но я скажу, что когда я шла на эту работу, я не думала об этом. То есть вы не знали, куда вы идете? А каким Знала. образом произошло знакомство? То есть вот как вы, в чем Знала, был но я мост? не думала, что до такого дойдет, понимаете? Я думала, что подзаработаю и все. Одна клиентка дала мне свою визитку, сказала, чтобы я позвонила ей.
сказала то, что я могу хорошо зарабатывать, то, что мне будут платить даже в долларах. Я согласилась. А единственное, мне сказали, чтобы я накрасилась поярче, надела белье, платье. А вот на момент, когда вас так оговорились и допустили такую ремарку, вы не задумались о том, что это какая-то опасная работа, и, может быть, не стоит идти туда, когда говорят о нижнем белье, когда говорят о платье и о макияже достаточно вызывающем? Но, конечно, я все понимала. Но когда мать орет и выставляет на улицу постоянные побои, я забыла об этом. Я наплевала наверное, на свой какой-то внутренний голос. Итак, вы впервые появились, где это, студия? Да, Вы появились в студии. меня позвали на собеседование. Со мной поговорили около часа. Вопросы задавали самые простые. Есть ли у меня молодой человек, из какой есть семьи. То есть вы описали реальную ситуацию, что вы нуждаетесь, что мама у вас повар, что отец Да. разнорабочий, то есть нехватка денег, да? Да. Так. И что было дальше? В общем, мне сказали, что мне позвонят, если я подойду. Через 3 дня мне позвонили, я пришла, меня отвели в комнату. Ну, тоже, разумеется, сказали привести себя в порядок. Я пошла. Меня привели в комнату, сказали, что за стенкой есть переводчик. Но я сама хорошо разговариваю на английском, я знаю этот язык. Сказала, что я в нем не нуждаюсь, я буду общаться сама. Согласились. Я увидела мужчину, такой седой, выпивший с пивом, веселый уже, кричал мне, чтобы я танцевала. Но я и станцевала. Ну вот хорошо, допустим, посредством первого раза, первого общения вы зарабатываете определенный денежный эквивалент. Ну, вы потанцевали. Но наверняка были случаи, которые вас вынудили задуматься о том, что вы не по той дороге идете. Знаете, да, бывает всякое. Вот. Это, конечно, редко бывает. В основном я стараюсь контролировать ситуацию. Но зачастую все выходит из-под контроля и заставляют пить мочу. Даже так? Да. Извините, совать бутылки. Ну а вам самой не было унизительно вот то, что происходит? Потом я хотела уйти со временем. А на что купились? Ни на что. Мне просто угрожали. Даже не знаю, как реагировать, потому что такое унижение для любой девушки, наверное, послужит очень большим уроком. Я не хочу ни в коем случае каким-то образом упрекнуть вас. Я понимаю вашу ситуацию, но мне кажется, что вот то, что вы допустили в вашей жизни, это отчасти лежит на ваших плечах. Это ответственность за свою жизнь. А угрозы — это уже как вытекающее обстоятельство. Но я не считаю себя виноватой в этой ситуации. Потому что... Но вы же решали, то есть идти или не идти, соглашаться на то, что там заставляют вас, как вы говорите, вот на эти унизительные шаги пойти. Я пошла туда только потому, что я была вынуждена. Если бы не моя мама, я бы, наверное, не занималась бы этим. Потому что ситуация действительно достигла своего апогея. У меня не было выбора. Ну вот я слушаю вас, и по сути передо мной сидит такая достаточно умная девушка, у которой хороший лексикон, которая так тщательно это все рассказывает. Даже не скажешь, что вы испытываете определенную нужду. Сколько вы в этой профессии? 1,5 года. Вот 1,5 года. Ну можно же было бы из этого замкнутого круга вырваться. Ведь вы раз сделали шаг, второй, месяц. Я все прекрасно понимаю, хотя мой мозг просто отказывается понимать, как можно идти на такие унизительные выпады. Я пыталась сбежать не одна, с подругой.
Но Ну что, они вас на цепи держали? нет, они нас поймали, я не знаю как. Действительно поймали, словили и избили. И еще сказали отрабатывать норму, То есть у объем. вас еще и норма есть. объем. Понятно. У вас есть молодой человек? Да. Я... А он в курсе того, чем вы занимаетесь? Нет, я совершенно недавно встретила его. И я, не дай бог, если он узнает. Я не знаю, что я с собой сделаю. Я, по-моему, ну, мне он очень нравится. Очень. Я, по-моему, влюбилась. И отчасти я из-за него Хотите уйти? хочу уйти. Приняла такое решение, потому что за 1,5 года я купила себе машину. А что, так много зарабатывают? Но хватает. То, что вы заработали, это машина, это же все такое, да, средства передвижения, допустим, закуток заработали, это место, где вы имеете возможность там жить какой-то определенный период. Но ведь это все можно потерять там в течение нескольких минут, получаса, часа, ну, там в аварию попасть или квартира сгорела и так далее. А ведь совесть и гармонию в душе, и самочувствие, и отношения с окружающим, с тем же вашим парнем, как это наладить, и будете постоянно в этом страхе жить. Так вы сейчас с каким посылом пришли к нам в студию? Все-таки я бы не хотела, чтобы девушки занимались этим. И не потому, что это грязно, а просто потому, что потом этого себе, наверное, не прощаешь. Ну, прежде всего, это грязно. Это грязно, но это не такая откровенная проституция. Зачастую девушки думают, это ничего страшного, это всего лишь монитор. Меня никогда не увидит этот человек. Но это не так. Вот посмотрите, как устроена эта схема. Заказчики, клиенты, они заходят с западноевропейских и американских IP-адресов. И, по сути, наши кыргызстанцы не видят кыргызстанских девушек. И девушки на сегодняшний день по статистике более 17 тысяч девушек из Кыргызстана работают в этой сфере веб-каминга. Я думаю, что наступил момент, когда необходимо кричать СОС. Этот СОС должен быть провозглашен гораздо ранее. Что скажете, эксперты? У меня на приеме была девушка, которая закончила школу. Она жила с мамой, и было 5 братьев и сестер. Мама умирала от рака. Буквально осталось несколько ей там дней. И девушка пришла и сказала: вы знаете, я не хочу отдавать своих братьев и сестер в детский дом, я хочу поднимать их сама, но где я заработаю такие деньги? Наверное, я пойду в проституцию, потому что на 3 работах, на 5 работах все это невозможно мне поднять детей. Молодого человека у нее не было, скромная, хорошая девочка. И мы нашли вариант. Я думаю, что в вашем случае, ну, у нее были порывы благородные, правда же? Поднять своих. Но тем не менее, Да. даже если, учитывая ее первый позыв пойти в сферу легких средств, да. она ведь не пошла на этот Она шаг, не да? пошла. То есть Мы она не сделала его? Конечно. И то, что вы хотели уйти из дома, это понятно, но ведь есть варианты с девочкой другой снять квартиру, устроиться еще на одну работу. Чем труднее работать, тем ты больше получаешь удовольствие и сохраняешь себя в чистоте. Я думаю, что вот эти СМИ, фильмы наподобие «Красотки», которые создали ореол какой-то романтичности и то, что все получится, и легких денег, конечно, не оказывает влияние на наших девочек. Другого не было варианта, только официантка и все, да, денег мало. А вы пробовали куда-либо еще устроиться, кроме вот как ресторан, подрабатывать официанткой? Нет. Ну, значит, вы сделали один шаг и решили стремительно вторым шагом, в принципе, обеспечить себе безбедное будущее. Да, я смело пошла на этот шаг. За мой период работы я огромное количество видел девушек, которые занимают веб-проституцией в кабинетах в КУВД. Обычно там и ГУБОП этим занимается. Иногда могут даже там и ГНБшники забрать себе этих девушек. То есть как получилось, что социально мы воспринимаем как это что-то вот негативное, плохое, да, что это отрицательно, что это надо наказывать и так далее.
Законодательно, извините, даже проституция не наказуемое деяние. Ведь мы говорим лишь о сутенерстве. Вот сутенер, который этим занимается, есть наказание, а в отношении девушки, которая этим занимается, наказания нет. А что говорить о веб-проституции? То есть чем они хуже вот в данном случае проституток? Тогда давайте сначала в отношении реальных проституток введем наказание, а потом уже будем говорить о веб-проституции. То есть получается, что социум требует наказания, а закон этого не предусматривает. Теперь, что касается проституции, есть, да, ответственность части сутенеров. А в отношении сутенеров, которые вот организовали веб-студию, такой ответственности нету. Единственное, за что сейчас цепляются правоохранительные органы, это распространение порнографической информации. То есть якобы в данном случае вот, тот, кто занимается веб, он, соответственно, распространяет эту информацию. Но у нас, у юристов, тоже возникает большой вопрос. А кто является пользователем, кому причинен ущерб в данном случае? Вот на той стороне линии в Америке или где-нибудь там в Европе, неужели там видит это несовершеннолетний? И есть ли этому доказательства? А если нет этому доказательства, в таком случае они не нарушают ничьих прав. Понимаете? То есть, опять же, в рамках закона это не преступление. В рамках морали это преступление. И я думаю, что панацея в этом кроется как раз-таки в том, чтобы либо все-таки как-то узаконить этот момент, и сказать, это будет наказуемо или не наказуемо, либо прекратить вот такие вот вылазки со стороны правоохранительных органов. Потому что сколько бы ни было вылазок, я вам сразу скажу, всегда девушек отпускали. Всегда отпускали. Их поморочат, приедет тот, кто организовал это все, раскидает все это, даст денежные средства, соответственно, этим сотрудникам. Они и довольны. То есть, Не кажется ли вам, что мы боремся со следствием, а не видим первопричину? Ведь очень часто мы сталкиваемся с тем, что настолько нравственность упала, конечно, настолько наши девушки распущены. Понимаете, мы создали там полицию нравов, да? Вот они обычно занимаются этими девушками, ставят там на учет и так далее. Но они не работают, они работают только лишь на карман. Они знают, я могу сказать, что у каждой вот этой веб-комнаты и так далее есть свой курирующий орган. Кого-то курируют сотрудники там, милиции, кого-то курирует там, ГУБОП, кого-то курирует ГКНБ и так далее. И причем, если ты дашь адрес, например, что съездите, вот там студия, как только кто-то вылазку производит, им сразу, ребят, это вот там под колпаком вот этих. И все. То есть государство требует. То есть это порука известная. Да, Асуль, это давно известная ситуация, она уже где-то 3 года длится. Просто мы об этом всем говорим, все там поднимают. Страшно, знаете что? Страшно этим девушкам, что их обличат. Потому что как раз-таки вот их хозяева, как они их называют, они ведь это все скринят. То есть они берут эти фотографии, и потом, когда девушка говорит, я уйду, они говорят, да мы сейчас распространим в СМИ. Это абсолютно действительно нормальная ситуация, когда хочешь Нет, это уйти. не нормальная ситуация. Давайте начнем с этого. Нет. Это ненормальная ситуация. И то, что в ваших рамках и в вашем представлении это нормально, да, я открыто пошла, да, я туда смело шагнула, я считаю, что это ненормально. Прежде всего, вы прислушаетесь к тем фразам, которые вы произносите. Вы не обижаетесь, но я вам, как мама 2 детей, вам еще рожать и рожать. Хочу сказать, что вы неправильно поступаете, что я бы на месте вашей мамы всыпала бы вам, помимо того, чтобы выставила за дверь. Это вот я вам гарантирую, если бы вы были моей дочерью. Потому что некрасиво так произносить, что это нормальная ситуация, да, я пошла, да, я решила, да, я такая, да, вы прекрасная, может быть, внешне вы прекрасная, но то, что у вас внутри сейчас поселилось, я считаю, что это не норма вещей, понимаете? Хорошо, я извиняюсь за мои эмоции, давайте дальше продолжим. Просто я вижу, как огромное количество девчонок оказывается сейчас в этих веб-студиях и считают тоже, это нормальная ситуация, я не занимаюсь проституцией. Асаль, можно будет, да я скажу, как вообще в целом предлагалось решить этот вопрос. Механизм работы веб-студии заключается в том, что у хозяина есть как бы доступ к определенным веб-сайтам. Они заключают такой мнимый контракт с сайтами там, в Америке, которые находятся в Европе и так далее. Главенствует, конечно, румынский сайт, который зарабатывает в год более 3 миллиардов евро. И имеется привязка к Visa Card, например, то есть чтобы обналичивать данные денежные средства и потом раздавать девушкам, а прибыль забирать себе соответственно. Вот если бы наше государство занималось в данном случае, им нужно заниматься нравственным там, воспитанием и так далее, каким-то пресечением
публикации в СМИ и так далее. Но если бы занялась тем, чтобы блокировать как раз-таки возможность через наш там, Нацбанк и так далее, каким-то образом решить вопрос блокировки вот этих как раз-таки карт, ведь мы все знаем поименно лиц, вот, ну, я имею в виду адвокаты, которые занимаются такими делами, правоохранительные органы, лиц, которые занимаются этим всем. Но откройте все их карточные счета, соответственно, и заблокируйте в один день. И все это просто в корне сразу прекратится, потому что они не смогут им выплачивать деньги, и Да, они не я смогут понимаю, но работать. кто раскроет карты? Кто озвучит персоналии? Ведь это вот самый главный вопрос. Вот даже вы сегодня пришли поделиться своей историей. И ваш посыл, чтобы девушки не шли, потому что это опасно. Вам могут угрожать, вас могут избивать, как сделали это с вами. Когда они вас избили, кстати, вы подали на них, то есть завели дело, где-то сняли свои побои, обратились в органы. Нет, меня сразу предупредили, что это все бессмысленно. Еще помимо того, что избили, угрожали очень сильно. Я 3 раза пыталась не выходить на работу, 3 раза я не посещала студию. А учеба, они знают, где вы учитесь, где Да, живете? Да, да. То есть они доподлинно владеют всей информацией, которую необходимо было скрыть. А вы, Конечно. как человек простой и открытый, решили поделиться, ну вот, на тебе, я такой человек, да, рубашка. Ну вот, да, рассказала, я не думала, что так будет. А сейчас шантажируют, говорят то, что весь вуз узнает, чем я занимаюсь. Сказали то, что ролики отошлют всем. По WhatsApp. Ну, наверное, не знаю А я. в Телеграме, по-моему, есть даже группа, да, такая, Да, которая есть целая обличает. Ведь веб-модели чего боятся? Они боятся огласки. Они боятся, что об этом узнают их родные, близкие. Но и кураторы боятся огласки. Вот элементарно правоохранительным органам сказать: ребят, вот есть там номер телефона или какой-то там тайный почтовый ящик возле ГУВД, например. Любой девушке, которая сообщит информацию о там, фамилии, имя, отчестве куратора, например, мы там дадим, не знаю, $1000. Да вы соберете сразу 100 человек, которые занимаются во всем этом городе. И просто разом заблокируйте их счета, и все. Ну, то есть можно работать, просто нужно хотеть этого. Но у нас настолько круговая порука, что никто не хочет этого делать. Зачем свой карман обеднять? Сейчас в зале среди зрителей огромное количество девушек, которые наверняка задумались о том, что такая сфера приводит к печальным результатам и имеет следствие. Мне бы очень хотелось одну из вас услышать. Все это происходит. Конечно, не хочу сказать, что во всем виноваты родители, но если бы с ранних лет девушка находила бы такой контакт с родителями, как рассказывать о своих тайных секретах, да, делиться со всеми, то всего этого, скорее всего, не происходило бы. Потому что если произойдет, извините, какая-то ситуация, и она поделится с мамой, посоветуется, то если даже она наругает, если даже у них произойдет скандал, они решат этот вопрос. Но вы же слышите, что контакта не было между мамой и в целом между родителями. Но самое обидное, что ведь мама была инициатором того, что наша героиня оказалась, по сути, на улице, предоставленной самой себе. В этой ситуации, я думаю, все-таки вам, извините, конечно, не хочу вас обидеть, но вам стоило поискать еще другую работу, кроме как работать официанткой. Много других работ есть. Стоило бы постараться немного, да, для себя и не выбирать этот путь, потому что сейчас, мне кажется, то, что труднее будет уже вырваться от этого. Но все же я вам желаю, чтобы вы не расстраивались, чтобы вы старались найти правильный путь ко всему. Действительно, не останавливайтесь, у вас сейчас есть большой шанс, так как было слышно, что вроде бы у вас любовь. Вот. Вы представьте, что молодой человек рано или поздно, то есть с теми запугиваниями, что там скрины и тому подобное, я многократно видел эти скрины, показывали. Поверьте мне, это не держит секретом, даже без запугивания. Эти скрины, они идут и проходят по всему Кыргызстану, это как реклама. Вот. Поэтому безвыходного положения не бывает. Посоветую вам просто от этого бежать как можно быстрее, потому что чем дальше, тем страшнее. И искать себе нормальную работу, не одну, а 2. Вы мужественная девушка, вы сделали важный, главный шаг,
продолжайте. Вам надо уехать отсюда и начать новую жизнь. На каком этапе ваши взаимоотношения с вашим парнем? Конфетно-букетный период. Но я не смогу ему сказать. Ну тогда, может быть, стоит переехать в другой город и устроиться на нормальную работу, Мы пытались. которая будет менее оплачиваемая, зато более чистоплотнее. Мы пытались с девочками уехать с города хотя бы в Алмату, хотя бы не так далеко, но нас ловили. И в Алмате, И нет, нам просто не давали проехать, я не знаю, каким способом. то Но есть через границу. да, нас ловили и, говорю, нам повысили объем работы. О том, кто сегодня мчится в эту сферу, знает молодой дизайнер Тимирлан Джумадылов. Добрый вечер, Тимирлан, присаживайтесь. Огромное количество моделей являются вашими заказчицами, да и в целом на показах вы наверняка видите, о чем они говорят, как они себя ведут. Что вы можете рассказать вообще в целом о сфере вебкаминга? Вы знаете, вот моя работа непосредственно связана с работой с моделями, и они ко мне приходят, мы снимаем примерки. Но во время этих примерок у нас, естественно, происходит такой разговор, и некоторые откровенно говорят. И, знаете, мне было прискорбно узнавать, что наши некоторые модельные агентства и непосредственно модели, они занимаются веб-проституцией. Это я понимаю то, что они просто раздеваются перед камерой за хорошие деньги, но это приносит такой ущерб нашему менталитету, нашему воспитанию. Вы слышите всевозможные истории, откровения. Вот чем делятся? Ну, вы что знаете, дело в том, что многие модели девушки, они в модельную сферу приходят уже с ранних годов. Это начинается с 13 лет, 14 лет. И как мы все знаем, у многих в этом подростковом периоде как бы ветер в голове. Им побыстрее прославиться и побольше денег заработать. И они готовы на все, на разные рекламы. И их сначала туда приманивают как будто рекламу. То есть приедем, мы тебя сфотографируем, да, снимем? Да, типа такого они сначала приманивают. Они говорят, это нормально, они показывают рекламу других стран, которые европейцев, которые они рекламируют парфюм обнаженными, вот по типу такого. И они таким образом соглашаются. Да, соглашаются. Они-то понимают то, что они станут фотомоделями, но впоследствии многие приходят к этому бизнесу. Они сами уже не догадываются то, что они уже намеренно шли туда. Вы что-то советуете? Да, конечно. Я бы посоветовал, во-первых, родителям именно быть откровенным со своими детьми в этом подростковом периоде. Модельное агентство, когда они идут, и многие родители тоже разрешают, они допоздна могут на показах пропадать, но тем не менее, надо отслеживать своего ребенка, и надо именно самим тоже приходить в это модельное агентство, спрашивать, чем они занимаются, как они, и непосредственно социальные сети их прослеживать. То есть контролировать, держать всегда руку на пульсе. Да. Многие показы происходят на глазах у нашей звезды эстрады, звезды шоу-бизнеса, у Толы Турсуналиева, который находится в этой студии. Тола, вы наверняка имеете представление, насколько сегодня уровень нравственности, уровень морали у девушек, которые появляются на подиуме. Что вы можете сказать на этот счет? Вы знаете, со всеобщим доступом, как у нас появился интернет, это очень пагубно влияет на все наше общество. Масштабы данного вопроса, они ужасающие, касательно не только веб-проституции, также вообще самой проституции. И вот, когда это Руслан сказал, первым долгом необходимо на законодательном уровне решать эти вопросы. Это первое. Во-вторых, как говорится, не секрет то, что крышуют все вот эти студии, те же самые правоохранительные органы. И получается, тут с одной стороны, да, получается у нас основная проблема заключается в том, что те структуры, которые должны заниматься непосредственно с тем, чтобы наказывать данных лиц, они не имеют возможности наказывать, но при этом им это и не надо. Они зарабатывают на этом деньги, и, как до этого говорилось, круговая порука, это ужасающе. Я думаю,
у нас есть и Министерство социального развития, труда, социального развития, они должны, мы должны на государственном уровне поднимать эти вопросы, общественные слушания должны быть. Очень много неправительственных организаций, мы должны поднимать эти вопросы, потому что под угрозой наше будущее. Потому что вот масштабы, вы говорите, 17 тысяч, только вот именно в веб-проституции задействовано девушек. Это же страшно, это какое воспитание они дадут будущему поколению, будущим нашим гражданам нашей страны. Что мы будем иметь буквально через 50, через 100 лет, какое общество мы будем иметь? Я думаю, это, как вы до этого сказали, надо кричать СОС, надо об этом. Спасибо вам, что вы поднимаете эти вопросы. И действительно, это должно быть не только заканчиваться этой данной передачей. Мы должны продолжать обсуждать это, говорить об этой проблеме открыто. Спасибо, девушки, что вы пришли, говорите об этом. Надо говорить, что действительно, на самом деле, это очень опасно. Первым долгом это опасно не только для девушек, это опасно для всего общества, потому что мы уже на сегодняшний день, каждый маленький ребенок имеет доступ к интернету, имеет телефоны, планшеты, и маленькие дети, я бы не хотел, чтобы наши дети имели доступ к этому и смотрели, и при этом шел такой большой разврат. Хотела бы вам сделать предложение. Я не прошу вас снять маску, ни в коем разе, чтобы не уподобиться, как говорится, тому, кто правит сейчас правосудие и пытается обличить вас. Я просто прошу прежде всего обратиться в органы. А может быть, обратиться сначала к хорошему профессиональному адвокату. Ну вот у нас Рустам Абдурауфов защищает интересы наших героинь. Пожалуйста, мы обеспечим вас защитой. Если необходим психолог, тоже не возбраняется, и мы и этот аспект. Просто, понимаете, вы внутренне должны быть готовы к переменам, потому что привыкнуть к легким средствам можно за 5 минут, а вот отвыкать от этого и пойти на серьезную работу, которая не будет легкооплачиваемой и не будет такой, в принципе, которая позволяет вам жить безбедно и на широкую ногу, но тем не менее, зато вы будете в безопасности, понимаете, прежде всего вы будете испытывать душевную гармонию. Но вы подумайте, задумайтесь над этим предложением, и мы, по сути, до конца отслеживаем истории, происходящие события. Вот что я вам могу гарантировать, это адвокатскую защиту, психологическую защиту. У нас вот представитель, директор женского клуба «За демократию», которая очень остро высказывается. Мы должны сейчас одуматься и вернуться туда изначально. Кто мы такие, какова у нас история, как мы хотим жить в будущем. Вот какой ты будешь мамой, мне уже страшно. Вот за твоих будущих детей, мне страшно. У меня 5 дочерей, но мне страшно. Потому что если человек внутренне испытал столько гадостей, что она может передать дальше? Какую красоту души вы можете дать своим будущим детям? Мне вот за это страшно. Но попытаться, потому что человек всегда хочет красиво жить и все красивое познать. Попытаться вы можете, вы обязаны пытаться сейчас. И, может быть, собой вы дадите пример всем остальным, что нужно начинать бороться. Адвокат поможет, открыто он говорит, что вам поможет. И если вы на своем примере сможете оторваться и дать возможность другим девушкам оторваться, вы считаете, что вы уже совершили очень хороший поступок для будущих. Вот если вы ошиблись, ваши родители виноваты, несомненно. Многие родители виноваты. Поэтому, если передачу эту смотрят родители, должны, правильно вот говорит парень, модельер, что родители виноваты, что они не интересуются, чем занимаются дети. Если родители будут осознавать, что от них зависит будущее детей, и потом им это бумерангом вернется, то они сегодня же начнут принимать меры. Дети – это дети, они действительно видят красивое. Конечно, и государство наше виновато, что вот они доводят девушек до этого состояния и всех до этого. Действительно, говорят, вот есть же путь блокировать. Почему не блокируют? Мы об этом тоже должны говорить. Значит, есть интерес. Вебкаминг существует не только в женском направлении, Да. но и молодые люди Вот, сегодня у нас в Кыргызстане работают перед монитором, ублажая клиентов по ту сторону экрана.
И для меня это гораздо более прискорбнее, Страшно просто. потому как я знаю, что у нас бедствуют актеры и артисты в стране, но тем не менее они находят разные методы для того, чтобы выжить и прокормить свою семью. Сегодня у нас в студии директор симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова, солист театра оперы и балета Алмаз Истамбаев, который, я знаю, что денно и ночно трудится на 5, по-моему, сферах. Поделитесь. Многие молодые девушки просто хотят красиво жить. Насмотрелись, конечно, очень многих красивых фильмов. Вот Тамара Борисовна правильно сказала про красотку. Но Молодые парни чего насмотрелись? То же самое. молодые парни тоже, наверное, например, берут там из Москвы, с Европы, с Николая Баскова там, или Сергея Лазарева. Я просто насчет того, что музыкальная индустрия у нас, вот, например, в театре оперы и балета и в том же симфоническом оркестре, у нас, например, минимальная зарплата 5000 сомов. И вот наши музыканты работают в 3-4 местах. Наше предложение остается в силе. Я благодарю вас за откровение. И, возможно, я слишком резка. Потому как в жизни, когда ты предоставлена и видишь огромное количество проблем, и не только своих, но и народных, ты понимаешь, что только жесткость, и только самодисциплина, и только твои внутренние моральные устои помогут преодолеть огромное количество перипетий, преград. И я просто хочу вам сказать, не надо сдаваться. Все самое лучшее у вас впереди, если только вы прервете то, чем вы занимаетесь. Уверена, что для нашей страны, для нашего народа в целом наступил момент, когда необходимо уделять не только вопросу нравственности и идеологии, но и предоставлению рабочих мест. Возможно, вот такие девушки не ринулись бы в эту сферу, если бы они нашли свое применение, лучшее проявление в своей сфере деятельности, которой они посвятили обучению, образованию. Мне бы очень хотелось, чтобы политическая верхушка на сегодняшний день обратила особое внимание этому вопросу. На самом деле, если ты хочешь уничтожить народ, разврати женщин. По-моему, мы уже катимся с такой скоростью. Куда еще? С вами была я, Ассоль Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим непременно откровенный разговор.